На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Завершился официальный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию. Кому показана вакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сотрудники Министерства туризма продолжают рейдовые мероприятия с целью проверки соблюдения ограничительных мер в объектах пребывания и размещения туристов. Сухумский офис детского фонда ООН в сотрудничестве с местными организациями оказывает помощь семьям с детьми. Завершился официальный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию. По случаю отъезда Аслана Бжания и абхазской делегации перед зданием администрации президента Республики Южная Осетия был построен почетный караул. В ходе церемонии прозвучали государственные гимны Республик Абхазия и Южная Осетия. Вслед за этим торжественным маршем прошел парадный расчет вооруженных сил Республики Южная Осетия. Анатолий Бибилов вручил Аслану Бжания в качестве подарка на память альбом с фотографиями, сделанными в ходе его визита. Аслан Бжания поблагодарил главу Юго-Осетинского государства за теплый прием. Перед отъездом на родину Аслан Бжания встретился в Цхинвале с послом Республики Абхазия в Южной Осетии Аланом Элбакиевым. На встрече речь шла о деятельности посольства. Посол доложил главе государства о работе, проводимой дипломатическим представительством. Аслан Бжания заверил посла в том, что руководство страны будет поддерживать посольство, поскольку для Абхазии очень важно укреплять и развивать братские отношения с Республикой Южная Осетия и ее народом. Для встречи с президентом Абхазии в посольство пришли и абхазские соотечественницы, проживающие в Цхинвале. В ходе визита президента Абхазии президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов побывали в Ахалгорском районе, где посетили Армазскую церковь Святого Георгия и Государственный историко-краеведческий музей. Гостям провели экскурсию по дворцовому комплексу, рассказали о быте и жизни ксанских эриставов, а также об истории строительства замка. Аслан Бжания был весьма впечатлен красотой и самобытностью музейного комплекса. Он оставил запись в книге почетных посетителей, пожелав музею процветания и благодарных посетителей. 5 августа на очередном заседании Кабинета министров вице-премьер, министр финансов Владимир Дылба представил краткую информацию о контрольных мероприятиях, проводившихся контрольно-ревизионным управлением Минфина Республики Абхазия 2020 год. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения на сумму 434 миллиона рублей, сказал министр финансов. Генеральный директор АГТРК Ирина Агрба обратилась к начальнику КРУ Минфина Гиви Хурхмал с просьбой уточнить, какой период времени охватывает проведенные контрольные мероприятия и выявленные нарушения. И таких проблем. Информация о финансовых нарушениях и о сумме 434 миллиона рублей говорится сейчас и в СМИ, и в соцсетях очень много. Дело в том, что после заседания Кабинета министров мы еще записали с вами специальное интервью на эту тему. Но, как выяснилось, ни в интервью, ни в материалах, которые мы давали раньше, журналистам не удалось, получается, уточнить, о каком отчетном периоде речь шла. И поэтому в обществе люди восприняли информацию
не немножко, а серьезно искаженная. Дело в том, что сейчас пишут и говорят о том, что эти финансовые нарушения якобы имели место в 2020 году. Разъясните, пожалуйста, вот реальная ситуация, она какова? То есть у меня один единственный четкий вопрос к вам. Проверка, контрольные мероприятия проводились, насколько я понимаю, в 2020 году. Но они проводились за какой отчетный период? Слушаю вас. Спасибо за вопрос. Соответственно, значит, отчет о проделанной работе контрольно-ревизионного управления Министерства финансов, он ежегодный. В данном случае составлен за 2020 год, но это никак не имеет отношения к периоду проверки 2020 года. Значит, периодом проверки всех контрольных мероприятий, составленных и отраженных в отчете контрольно-ревизионного управления, значится 2018-2019 года. То есть вы проверяли объекты, вы проверяли учреждения, проверяли министерства за 18-19 годы. Таким образом, ровно 27 объектов контроля были подвергнуты контрольным мероприятиям за 2018-2019 года, что излагается в самом отчете о проделанной работе. Если немного позволите, уточню. В 2020 году контрольно-ревизионное управление в текущем финансовом году физически никак не может проверить время, которое есть впереди. Всегда проверяются предыдущие года. Медучреждение Абхазии с 10 августа продолжит вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции COVID-19. Российская вакцина «Спутник Лайт», доставленная в республику 6 августа, находится на складе Минздрава, где хранится с соблюдением температурного режима, как того требует инструкция производителя. Вакцина будет передаваться медучреждениям в соответствии с заявками. Все пункты вакцинации, которые были открыты в Сухуми, продолжат функционировать в прежнем режиме. В районах республики желающим привиться необходимо обратиться в районную больницу. Кому показана вакцинация спутником Лайт и есть ли у вакцины противопоказания, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. «Спутник Лайт» – 4-я зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамали. «Спутник Лайт» – эффективное решение для многих стран, находящихся на пике заболеваемости коронавирусом. Эффективность «Спутник Лайт» после 28-го дня вакцинации составляет 85%. Если вакцина «Спутник Ви» была рассчитана на людей, у которых не было иммунитета, то «Спутник Лайт» хорошо подходит тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто ранее не болел. Это пациенты, которые ранее не вакцинировались и не переносили естественную коронавирусную инфекцию. Поэтому у нас состоит из двух компонентов, потому что первым компонентом создается базовый иммунитет, вторым компонентом этот эффект закрепляется. В случае со спутником Light получается, что это более легкий вариант и в большей степени рассчитан на пациентов, которые переболели более полугода тому назад, либо пациенты, которые попали в первую волну вакцинации, но это не в Абхазии, потому что в Абхазии не прошло полгода, как вакцинальная кампания идет, но часть из наших жителей могли себе это позволить на территории Российской Федерации. И эти пациенты, если имеют желание ревакцинироваться, то им такая возможность будет предоставлена. Но сразу хочу сказать о том, чтобы пациенты не думали, что если они не болели, то спутник Лайт – это не их вариант. В любом случае базовый иммунитет будет создан с помощью спутника Лайт. У некоторых пациентов могут не выработаться антитела после введения спутник Лайт, но формируются клетки памяти, клеточный иммунитет. Вакцинированный пациент, независимо от наличия или отсутствия антител, больше защищен от заражений вирусом, а самое главное – от тяжелого течения заболевания. После того, как будет введен этот компонент, поможет пациенту не заразиться, а если заразится пациент, то перенести эту инфекцию в легкой
по пути легкой степени тяжести заболевания. Да? Мне кажется, это все-таки дорогого стоит, и эффективность до 85%. Это не маленькая эффективность. Мы знаем, что в мире сегодня из всех существующих вакцин не каждая вакцина достигла такого процента. Да? Поэтому, безусловно, те пациенты, которые не будут входить в категорию пациентов, относящимся, у кого есть противопоказания, мы всем будем ее рекомендовать. Как и «Спутник Ви», «Спутник Лайт» имеет противопоказания для определенной категории лиц. Если говорить о пациентах, которым нельзя прививаться «Спутником Лайт», практически это те же категории, которым нельзя было прививаться «Спутником Ви». Это дети, это беременные женщины, это пациенты, у которых обострились хронические инфекции, пациенты в период острых инфекций, это пациенты с выраженным аллергостатусом и пациенты с иммунодефицитом. Всем остальным пациентам, наоборот, мы будем убедительно рекомендовать эту вакцинацию, особенно пациенты с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как вы уже прекрасно знаете, это пациенты в особой группе риска. Естественно, хочется их успеть защитить этой вакциной. Кампания по вакцинации первым компонентом «Спутник Ви» в Абхазии завершена, но по второму она только завершается. О том, как был приобретен препарат «Спутник Ви», нам рассказал заместитель министра финансов, начальник управления казначейства Абхазии Саид Губаз. В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия и в целях осуществления вакцинации населения 30 апреля 2021 года в соответствии с распоряжением президента из средств резервного фонда президента Республики Абхазия была выделена сумма в размере 6 миллионов 955 тысяч на приобретение российской двухкомпонентной вакцины «Спутник В» в количестве 4000 дозы. Вакцина «Спутник Ви» показала в Абхазии свою эффективность. По словам Алисы Мату, заболевание у привитых «Спутником Ви» проходило в основном в легкой форме. Пациенты, заразившиеся после второй вакцины, перенесли действительно легко. И этому даже пофамильно можем озвучить, просто это некорректно по отношению к пациенту. Да? Что касается пациентов, заразившихся после введения первого компонента, имеет значение, на какой день они заразились. То есть если это было хотя бы после 7 дней, когда уже сформировался какой-то базовый иммунитет, то уже легче. Были пациенты, которые заразились, то есть пошли на вакцинацию в период уже инфицирования. И таким пациентам было не совсем легко, но, к счастью, ни одного летального случая или очень тяжелого случая коронавирусной инфекции, перенесения после вакцинации у нас зафиксировано не было. Многочисленные медицинские исследования доказали, что лучшей защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация. Она позволяет создать естественный иммунитет к определенному возбудителю вируса, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений. Однако и после прививки необходимо соблюдать общие санитарно-эпидемиологические требования. Первичный иммунитет, он вырабатывается и формируется не ранее, чем 7 дней. Известно, что иммуноглобулины класса М вырабатываются к 7-му дню, иммуноглобулины класса G не ранее 10-14 дня. Соответственно, говорить о том, что вы уже защищены раньше, чем через неделю после вакцинации, это неверно. Поэтому человек, идущий на вакцинацию, должен с полным пониманием отнестись к тому, что он так же, как и до вакцинации, должен себя оберегать и наоборот позволить себе создать этот иммунитет, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, по возможности все-таки больше находиться дома. Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Лайт» начнется с 10 августа. Шазина Ханагу, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сотрудники Министерства туризма продолжают рейдовые мероприятия с целью проверки соблюдения ограничительных мер в объектах пребывания и размещения туристов. В частности, проверяют, как соблюдаются рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В один из таких рейдов в Гагарском районе представителей Минтуризма сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Дениса Гельги. Перед проверкой в УВД Гагарского района состоялось совещание с участием специалистов Минтуризма, главного санитарного врача Гагарского района и депутатов районного собрания. Исполняющий обязанности начальника УВД Гагарского района Юрий Агарба рассказал о проведенных мероприятиях в связи с распространением COVID-19. Более 60 объектов находятся на контроле у Гагарской милиции.
Нами была проделана большая работа, было совместно с санэпидстанцией, со службами, с другими, с администрацией города перечислены 60 объектов, из которых Гагранский 20, Цандрибш у нас 19 объектов, Пицунда 17 и Бзып 12 объектов, которыми под роспись, да, под расписку обязовывали, чтобы они принимали меры ограничительные, дистанцию, распылители, масочный режим, чтобы в больших магазинах, где у нас создаются очередь выносили на улицу. По словам главного санитарного врача Гагарского района Эмины Язычева, в объектах размещения были ознакомлены с рекомендациями о правилах поведения в условиях риска заражения COVID-19. К сожалению, в основном нарушения выявляются в небольших объектах, частных домах. Большие наши здравницы, санатории, в основном они соблюдают рекомендации, не проводят мероприятий массовых, стараются соблюдать эти меры. Скорость распространения инфекции замедлить, что позволит нам разгрузить наши лечебные учреждения и замедлить, хотя бы немножко разгрузить наших врачей. Поэтому тут больше обращение к нашему населению, проявить немного ответственности. Еще в апреле этого года Министерство туризма Абхазии разработало рекомендации по организации работы объекта в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В гостинице «Райда» о рекомендациях знают не понаслышке и стараются их соблюдать. Почему, девушка, вы без маски? Вы переболели? Переболели, да, переболели, да. Расскажите нам, как вы принимаете людей? Вот к вам заехали отдыхающие. Рекомендации читали? Рекомендации, да, читали, нам это прислали. Мы все стараемся складывать. Есть термометр, есть антисептик, есть очиститель воздуха, если вы посмотрите назад. Да? Мы открываем двери, проветриваем помещение. А так у нас обработка, естественно, идет. Маски, в принципе, они сами, да, приезжают, а так, если что, у нас они есть. Разметку еще вам нужно будет. Но разметку мы стараемся просить их держать дистанцию, чтобы вот так соблюдали. Допустим, если у вас кто-то заболел коронавирусом, у вас есть стационар, отдельно выделенная комната, чтобы вы могли изолировать? В своем номере изоляция. Дальше принимаются меры по выяснению. Если подтвердится, то дальше будем думать. Пока случаев подтверждения нет. Мы подошли к гостинице в обеденное время. Туристы в порядке очереди ждали, когда откроют ресторан. Как видно, в основном они без масок, а некоторые не соблюдают социальную дистанцию. Переболела, и у меня очень много антител. Поэтому не носите, да? А вы почему не носите, девушка? Мы вакцинированы. А вы почему не носите? Я вакцинированы. Мы приехали все с вакциной. Готовились. В самом ресторане не все столы были расставлены согласно рекомендациям, но были столы, за которыми были рассажены по 2 человека. В самой кухне никто не одевал колпаки и маски. Это уже нарушение санитарных норм. В санатории «Амра-парк» на ресепшене находятся санитайзеры, маски и бесконтактный термометр. По словам администраторов санатория, с начала курортного сезона не было ни одного случая заражения COVID-19. У вас есть отдельно выделена комната, допустим, для заболевших, чтобы вы могли изолировать? Скорее всего, в номере, да, у вас? Помимо этого, на ресепшене отеля «Амра-парк» было защитное стекло. Это единственный отель из всех нами осмотренных, где было такое стекло. В бутик отеля «Апсуана Роз» на ресепшене также имелись все защитные принадлежности, но почему-то не на виду. У нас постоянно включена лампа. Вот, соответственно, антисептики у нас установлены. Да, маски. Маски, да, у нас маски есть. Мы да, периодически их снимаем, чтобы как бы и была возможность подышать воздухом. Да, конечно. Да, конечно, у нас вот здесь вот есть. Показывайте. Пожалуйста. Хорошо. Масочки. Старайтесь держать поближе. Да, конечно. Министерство туризма уже проводило подобные проверки в Сухуми и Новом Афоне. Как отметила начальник контрольного отдела министерства Аида Дбар, в Гагарском районе не проведут ни один день для осмотра объектов размещения. Что хотим сказать по поводу нашей проверки по объектам размещения. Сегодня мы столкнулись с разными моментами, где гостиницы соблюдают все правила, нормы, рекомендованные СЭС выполняются, а есть там, где, конечно, имеются нарушения. Ну, вместе сплотясь, мы, я думаю, будем бороться с этим и
будут хорошие результаты в плане того, что у нас не будет расти число заболевших COVID-19. Ну, нарушения – это вот элементарные вещи, которые, в принципе, не то, что там объект размещения, а вот мы сами соблюдаем меры. Это антисептики, это масочный режим, санитайзеры. Ну, то есть люди должны сами понимать, что это опасность. Это, во-первых, должен заботиться о гостях, которые приезжают, персонал должен быть в маске. Соблюдать все нормы, которые, в принципе, отели, гостиницы, объекты размещения уже ознакомлены. Отели, которые были осмотрены комиссией, в общем-то, следовали рекомендациям. Но итоги проверки будут подведены позже. Дениза Герки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Пандемия коронавирусной инфекции, связанные с ней экономические трудности, прежде всего ударили по социально уязвимым слоям населения. Поэтому сегодня самые незащищенные категории граждан нуждаются в дополнительных мерах поддержки. С сентября 2020 года Сухумский офис детского фонда в сотрудничестве с благотворительной организацией «Кераз», службой социальной поддержки детей и семей и отделом социального служения Священной митрополии Абхазии осуществляет программу поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в период пандемии COVID-19. За это время разносторонней помощью было охвачено более 600 семей из всех районов Абхазии. Тему продолжит Сария Кварацхели. В условиях глобальной пандемии COVID-19 программа ЮНИСЕФ вот уже около года оказывает поддержку социально уязвимым семьям с детьми. За это время было реализовано несколько направлений помощи на регулярной основе с периодичностью в месяц-полтора. В первую очередь гуманитарная, наборы продуктов питания, средств гигиены и базовых медикаментов. И на каждом этапе до 400 семей получали необходимую помощь. Помимо этого, осенью прошлого года 78 домохозяйств, а это 84 семьи, проживающие в сельской местности, получили сельскохозяйственное оборудование. А весной этого года 177 семей получили наборы семян, овощей. В процессе предоставления помощи мы старались максимально учитывать индивидуальные потребности каждой семьи. То есть если говорить о гуманитарной помощи, то в зависимости от того, есть ли в семье дети младшего возраста или же лица с ограниченными возможностями здоровья, наборы дополнялись необходимыми гигиеническими принадлежностями. Точно так же в случае подбора сельскохозяйственной техники для семей мы старались учесть то, какие конкретно возможности и навыки есть у конкретной семьи. То есть каким образом она бы смогла улучшить свое экономическое положение за счет какого оборудования. Также мы старались координировать свои усилия с другими организациями, которые работают в сфере поддержки социально уязвимого населения, чтобы избежать дублирования и охватить как можно больше семей. В целом мы можем говорить о положительных результатах программы. Мы знаем, что для многих семей в период пандемии и экономического кризиса эта помощь стала неким подспорьем, которое позволило им преодолеть период, когда, допустим, кто-то из членов семьи болел и временно лишился заработка или же лишился источника дохода в связи с ограничительными мерами в период карантина. Если говорить о сельскохозяйственной технике, то этот компонент тоже был достаточно успешным, потому что многие семьи, в принципе, вышли на самостоятельность за счет того, что стали использовать это оборудование как на своем участке, так и для дополнительного заработка. В эти дни завершается 6-й этап оказания гуманитарной помощи. С детским фондом ООН ЮНИСЕФ активно содействуют волонтеры благотворительной общественной организации «Кераз». Ученик 10 класса Сухумского лицея-интерната Максим Мамеев – один из них. 2 года назад мне позвонили и спросили, хочу ли я заниматься волонтерством. Я с радостью согласился, так как это не просто работа, как сказать, физически и материально, но ты помогаешь людям не ради денег, а для души, чтобы люди радовались, как сказать, и ты помогаешь им продуктами. Сейчас не у каждого человека же есть возможность помочь другому, а ЮНИСЕФ помогает людям, раздавав продукты и гуманитарную помощь. В рамках каждого этапа оказания гуманитарной помощи ЮНИСЕФ волонтерам в течение недели удается охватить около 400 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но что хочется особо отметить и что имеет для нас особое значение и несет особую ценность, что среди этих волонтеров есть наши дети. Это дети Кераза, которые, можно сказать, выросли буквально на наших глазах.
Насколько вы знаете или заметили, наша организация уделяет большое внимание воспитанию и развитию детей подопечных. И приобщение именно к волонтерской деятельности, к нашей внутренней работе и вообще к общественным делам, мы считаем, позволяет им развиваться, расширяет их кругозор и дает им новые возможности. Сама волонтерская работа, волонтерская деятельность, она несет в себе очень сильный воспитательный аспект и потенциал, поскольку мы знаем, что это развивает всесторонне детей. Во-первых, они закладываются, развиваются и раскрываются такие фундаментальные человеческие ценности, как отзывчивость, милосердие, справедливость. Прежде всего, это благодарность. Это их благодарность нам и обществу прежде всего за то, что мы все вместе поддержали их в сложные для их семей времена. Любовь к родине, патриотизм, волонтерство и благотворительность для нас, наверное, сегодня это синонимы. И я могу смело сказать, что наши дети, все, которые участвовали в нашей огромной работе, они большие патриоты своей страны. Вместе с волонтерами мы посетили многодетную семью Асатурян в селе Дзукта. В семье 5 детей. Они находятся в числе регулярно получающих гуманитарную помощь. Давно, первый раз, уже 3-й, 4-й, 5-й, 6-й раз давно приносят нас. Благодарим за помощь, спасибо огромное. В большинстве случаев наборы гуманитарной помощи доставляются социально уязвимым семьям на дом. Однако бывают и исключения, когда в связи с трудным доступом к местам проживания приходится находить альтернативное решение. В семье Гвискири, проживающей в селе Нижний Киласур Сухумского района, воспитывается 5 детей. В связи с недавними ливнями и их последствиями часть села оказалась оторванной от дороги, и мать детей Наталья добралась до места встречи с волонтерами на лошади. Организация КЕРАС и ЮНИСЕФ, они очень сильно помогают, доставляют продукты, доставляют обычно прямо домой, но вот сейчас такая ситуация, поэтому мы сами встретили. Это очень сильно складывается на бюджете, конечно, потому что экономия происходит, хоть какая-то. И, конечно, мы очень им благодарны, что вот даже несмотря на такую нашу ситуацию в селе, все равно они приехали, привезли нам гуманитарку. Программа ЮНИСЕФ осуществляется в тесном сотрудничестве между государственными структурами и общественными организациями. Так, ключевую роль в процессе формирования списков получателей помощи и оценки их нужд играет Служба социальной поддержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики. Важно отметить, что перед каждым этапом оказания помощи списки обновляются. Например, если ситуация в семье поменялась в лучшую сторону и появился стабильный заработок, то мы с коллегами из благотворительного фонда КЕРАС и другими специалистами, которые знакомы с ситуацией в семье, рассматриваем опять эту семью и дальнейшее участие в программе этой. Также бывает, ситуация в семье меняется в худшую сторону, то есть один из опекунов теряет место работы или по болезни не может дальше содержать семью, то мы опять же с коллегами рассматриваем включение данной семьи в список получателей помощи. Всего за период реализации программы ЮНИСЕФ, направленной на поддержку социально уязвимых семей в период пандемии COVID-19, было закуплено и распределено 80 единиц сельскохозяйственной техники, 177 наборов семян овощей, 1000 семейных аптечек, 3000 наборов продуктов питания, 3000 семейных наборов средств гигиены, а также дополнительные гигиенические принадлежности, которые предоставлялись семьям в зависимости от их индивидуальных нужд. Подводя итоги этой программы, хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто помогал нам в ее реализации. Это благотворительная общественная организация КЕРАС, это служба социальной поддержки детей и семей, священная митрополия Абхазии, фонд Амшен и, конечно же, наши волонтеры, которые трудились, не покладая рук на протяжении всего периода оказания помощи. Только благодаря таким совместным усилиям и слаженной работе удалось помочь тем, кто очень нуждался в помощи в это непростое время. Программа по гуманитарной помощи уязвимым семьям была осуществлена Сухумским офисом ЮНИСЕФ при финансовой поддержке шведского агентства по международному развитию СИДА. Сария Кварцхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Уже больше года в Сухуми функционирует реабилитационный центр «Дар», где оказывают помощь людям с ДЦП, а также помогают восстановиться после травм. С центром сотрудничают российские врачи-реабилитологи. В минувшие выходные врач-невролог из города Грозный Апти Ахмадов и реабилитолог-психолог Алексей Пташкин провели семинары для местных специалистов. Семинар проходит 2 дня, это полный дня, то есть мы с утра до вечера проводим семинар. Это часов 8-10 в среднем на отработку вопросов. И, как вы видите, то семинар в основном практический. Каждый из участников семинара пробует на себе, на своем коллеге эти техники, пробует, применяет, тестирует, для того, чтобы уже после окончания семинара и получив сертификат, они могли применять это все на практике. В течение дня у нас наш зал пропускает через себя от 10 до 12-13 человек. На данный момент пока я один работаю, но штат будет со временем расширяться. Спасатели Государственной инспекции по маломерным судам МЧС спасли 2 человек в устье реки Киласур, сообщает пресс-служба ведомства. 8 августа спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на 1500 метров женщину, и самостоятельно она выплыть не сможет. Ей на помощь бросился местный житель, ставший очевидцем данного происшествия. Учитывая сильное подводное течение, вместе в падении реки Киласур в море и связанные с этим риски, существовала реальная угроза жизням обоих. К сожалению, несмотря на запрещающие знаки, установленные в устье реки Киласур, некоторые люди продолжают купаться в этой опасной зоне. Крайнюю обеспокоенность спасателей вызывает и тот факт, что местом массового купания граждан и гостей республики становится и высокогорное озеро Рица. Дикий пляж с немалым количеством туристов в последнее время можно наблюдать со стороны дачи Сталина. Как говорят спасатели, дно озера Рица мало обследовано. У него сложный рельеф, температура воды невысокая. К тому же из-за впадающей в озеро реки Лашпсы в нем образуется сильное подводное течение. Это в разы увеличивает риски несчастных случаев на воде. МЧС Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено, что чревато трагическими последствиями. Председатель Союза художников Абхазии Виталий Дженя избран членом Российской академии художеств. Диплом почетного члена РАХ на состоявшейся в Министерстве культуры Республики встрече Виталию Дженя вручил академик, член президиума РАХ Сергей Олешня. На встрече с участием исполняющего обязанности министра Динары Смыр, советника министра Нинель Бжани, советника президента Абхазии по вопросам культуры и науки Нугзара Логуа, также обсуждались вопросы российско-абхазского сотрудничества в области культуры и перспективы их дальнейшего развития. Академика Российской академии художеств, члена президиума РАХ Сергея Олешня также принимали в Абхазском государственном университете. Ректор АГУ, академик РАЭН Олег Огварами, приветствуя гостя, отметил, что приезд в Абхазию такого специалиста имеет большое значение в плане обмена опытом и знаниями в сфере искусства. Олег Огварами высказал мнение, что было бы полезно наладить сотрудничество в вопросе улучшения профессионального образования студентов. И было бы хорошо, конечно, если бы сразу академика, может быть, и не надо, но ваших преподавателей, вы заведующий кафедрой по 3 направлениям, я смотрю. Первое, это вы скульптор выдающийся, конечно, но не чуждые другие, я вижу, чтобы за наш счет приехали, посмотрели, подсказали. Мы готовы к тому, чтобы хороший опыт перенимать. И будем делать все для того, чтобы... У нас даже времени даже общежитийным теперь есть. Можно и ребят привести. Конечно. Дай Бог, чтобы мы вышли из этой пандемии, да, а дальше все будет нормально.
Мы сделали так называемую творческую мастерскую Российской академии художеств, 6-й уровень образования, когда выпускники, и вот, да, и он был положительным. Мы создали великолепные произведения в различных направлениях: живописи, графики, скульптуры руками студентов под руководством академиков. А сегодня мы это сделали на базе Южного федерального университета. Называется это, ну, сегодня, да, аспирантура, запятая, ассистентура, стажировка, запятая и так далее, да. Вот мы сделали ассистентуру-стажировку в Южном федеральном университете, Академии архитектуры и искусств. И наши выпускники стажируются под руководством академиков, профессоров. И наши выпускники получают 2 документа. Первый федеральный – это Министерство образования России. Второе – это Российская академия художеств. Как теоретик и как практик. Пожалуйста, пиши, защищай диссертацию, пожалуйста, иди в творческом направлении. Это дает тебе сразу выход на академическую структуру, на работу с Российской академией художеств. И первый опыт был положительным. Сейчас вот мы имеем, если мне память не изменяет, по каждому направлению: скульптура, живопись и графика, 3 или 4 места бюджетных, плюс там коммерческие. Ну, сегодня так. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» продолжает сбор средств для 1,5-годовалого Габриэля Пацурия. 8 месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и приводит к мышечной слабости. С каждым днем заболевание прогрессирует. Ослабевают мышцы ног, тела и даже мышцы, отвечающие за глотание и дыхание. Поэтому дорога каждая минута. И помощь нужна малышу прямо сейчас. Диагноз – спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Габриэлю Пацурия поставили в 9 месяцев. Заболевание носит прогрессирующий характер, начинается с мышц ног и других конечностей и с развитием доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Габриэль с родителями проживает в Москве, где проходит обследование и наблюдается у врачей. Мы связались с семьей Габриэля. Его мама Люба Джичуная поблагодарила за помощь и поддержку, оказываемую им на протяжении всего лечения. Препарат вводится однократно на протяжении всей жизни. Он заменяет поломанный ген на здоровый. Также препарат нужно ввести до того момента, пока ребенок не превысил в весе более 13,5 килограмм. На данный момент Габик уже весит 11 килограмм. Времени с каждым днем становится все меньше и меньше, но мы очень верим и надеемся, что мы успеем и спасем нашего сына и вернем ему счастливое детство. И он сможет, как все детки, бегать и играть в футбол. Габик очень любит играть с мячом. А также мы хотим выразить огромную благодарность фонду «Ашана» из нашей родной Абхазии, которые откликнулись на нашу просьбу, на нашу помощь и пришли к нам на помощь и приняли решение о том, что они возьмут нас на свой фонд на сбор средств. Ребенок со спинально-мышечной атрофией рождается в семьях, в которых носителями гена являются оба родителя. В таком случае шанс, что ребенок родится здоровым, составляет всего 25%. Спасти жизнь малышу может всего лишь 1 укол препарата Золгенсма. Сделать его необходимо до 2 лет. Стоимость лекарства – 160 миллионов рублей. Конечно, они могли впасть в отчаяние, но они оказались очень сильными.
они взяли себя в руки и начали делать все для того, чтобы спасти своего ребенка. Стоимость данного препарата 160 миллионов рублей. На сегодняшний день силами родителей собрано более 13 миллионов рублей. Мы, как фонд, когда узнали о данном заболевании ребенка и о беде семьи Пацурия, мы не могли остаться в стороне, решили поддержать и открыть сбор средств. В течение 3 недель вся собранная сумма на лечение мальчика будет перечислена на приобретение данного препарата в фонд «География добра», который, так же как и мы, помогает семье Пацурия. Они будут закупать и оплачивать данный препарат. Как отмечает руководитель культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджоля, ранее фонд уже обращалась семья с такой же проблемой, но им не смогли помочь, так как собрать такую сумму не представлялось возможным. Золгенсма – самое дорогое лекарство в мире, и оно жизненно необходимо малышу. Чтобы помочь Габриэлю, необходимо всего лишь отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальных страницах фонда «Ашана» в социальных сетях. Аманда Пони, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год Министерство сельского хозяйства объявляет о проведении открытого конкурса по приобретению сельхозживотных и товаров для организации производства сельхозпродукции для граждан-участников программы. Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте Министерства сельского хозяйства. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 10 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами с ночи до полудня дождь, гроза. Высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.